Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, знатоки и гурманы якутской кухни. И я с удовольствием совсем скоро их представлю. Совсем недавно мы выходили в эфир и рассказывали о церемонии открытия Года единства народов России, которая прошла в Москве. На ней присутствовал сам президент России Владимир Владимирович Путин. И наша республика, Республика Саха, произвела на этом открытии настоящий фурор. За нашей индигиркой стояла очередь. Сегодня в нашей студии запах просто неимоверный, такой аромат, так вкусно пахнет, потому что сегодня в нашей студии Ниргустана Лукина, предприниматель, ресторатор, директор нескольких ресторанов нашего города, один из которых Махтал. Ниргустана, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли в нашу студию, и еще с такими угощениями вкусными. Это 100%, что все очень вкусно, потому что аромат стоит просто божественный. Вот, да, я зашла и что первое почувствовала, это аромат. Это вам спасибо, что пригласили. Всегда приятно, когда вот бывают такие приглашения. Конечно, если чем-то можно показать частичку нашей якутской кухни, то всегда приятно это как-то сделать. Спасибо. Мы, конечно же, поговорим о каждом блюде, расскажем, да, что популярно в нашем городе, да, среди самих жителей, среди гостей нашей столицы. Я знаю, что в ваш ресторан просто так и не попадешь, нужно заказывать, оставлять, бронировать места. Также в нашей студии сегодня Наталья Данилова, этнограф, старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории и культуры Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Северного отделения Российской академии наук. Сибирского отделения, да, Российской академии наук. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Я подумала, а чем отличается интеллектуальная история и культура? Значит, есть не интеллектуальная... Интеллектуальная история, речь, конечно, идет об истории, а культура — это, конечно же, культура — это другое. И также в нашей студии сегодня я очень рада познакомиться. Мирлан Туркменов, блогер, путешественник и знаток, гурман не только якутской кухни, но и многих национальных кухонь и России, наверное, всего мира. Мирлан, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что пригласили. Я с удовольствием приехал. И мне вот на самом деле про якутскую кухню я могу вообще рассказывать и с микрофона не слезать. Я очень фанат вообще севера, Арктики в целом и вообще кухни северных народов нашей страны. Я видела видео, которое вы записали. Я надеюсь, сегодня мы сможем его показать нашим зрителям, где вы рассказываете о том, как готовить блюда национальные якутской кухни. Вы их готовите, вы ими угощаете ваших детей, они вас поддерживают. И вы все это так вкусно рассказываете и показываете. К сожалению, видео нет, но его можно найти в соцсетях при желании, да, вы известный блогер. И я подумала, что вы якут. На самом деле мне все друзья говорят, и в том числе подписчики, что я уже объякутился давным-давно. Вообще 100%. У меня, получается, я уже 20 лет здесь, и вот влюбился в север, влюбился в всего, что здесь можно влюбиться, и остался жить здесь. И отсюда у меня с Якутска все старты с многих экспедиций, в том числе у меня вот это кулинарных всяких испытаний, экспериментов, все тоже здесь, потому что здесь позволяет очень природа сама, да, вот крепкие морозы, там, и так экспериментирует, поэтому все, как так сказать, все с удовольствием делается, все само по себе получается как-то там, иногда природа сама там поможет тебе помочь чуть-чуть есть, да, вот. Вы родом откуда? Я родом из Кыргызстана. Наш. Тюрок. И также в нашей студии сегодня Диана Сивцева, журналист и автор детской энциклопедии «Твоя Якутия». Диана, здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, которая организовала сегодняшний эфир, которая очень мобильно всех собрала. И идея вот такого вот красивого застолья сегодняшнего, конечно же, это инициатива Дианы. Спасибо большое, что все собрались. Говорить о якутской кухне нужно обязательно, потому что это про патриотизм и про здоровье наших детей, ради которых мы все это делаем.
А в вашей энциклопедии детской есть какой-то раздел, который посвящен якутской кухне? Отдельного раздела нет, но указаны по районам отдельно по административным делениям, по улусам, что где растет, что где готовят чаще всего. И самое важное это то, что наша якутская кухня, она очень полезная, она экологически чистая, она самая в мире, наверное, без приправ, без соли, без перца. И именно благодаря этому она очень полезна для детей, чтобы они росли здоровыми, а это как бы наша основная цель. Но если честно говоря, Всё, я что мы делаем... вот как только говорят, что это вот наша якутская кухня, честно сказать, правда, уже много ученых, которые доказывают, вот, например, я много ученых, профессоров, например, я вот недавно видела, рассказывал профессор, гарвардский профессор, известный Дэвид Синклер, он рассказывал о том, что как можно включить в человеке ДНК долгожительства. И есть несколько принципов. И один из главных принципов – это употребление пищи, которая пережила стресс. То есть она должна быть в дикой природе максимально, не в тепличных условиях выращенная. И понимаете, самое интересное, я говорю, мы единственная точка на планете, где такой резко континентальный климат, минус 60 зимой, плюс 40, 100 градусов разница. То есть настолько вот эта разница и настолько вот эта экстремальная наша сама природа, все, что у нас происходит, и те экологически чистые, природные, те продукты, которые у нас есть, вот если их употреблять, то можно спокойно, как уже ученые доказали, ДНК долгожительства, ДНК здоровья включать. То есть у каждого человека это есть. Понимаете, я даже немножко такую, знаете, сделала такое понимание. Вот, например, мы, едим креветки. Ну, скажем так, вот живем в Якутии, едим креветки. Это все равно, что зимой одеть сарафан. Потому что креветки выросли в жаркой стране. И они полезны для тех людей, которые в той жаркой стране. Для нас все-таки будет адекватно, если мы в морозы оденем шубу, то значит наш продукт, который именно в этих условиях, с теми моментами, с теми микроэлементами, витаминами, которые есть в них, будет адекватно их употреблять. Я уже не буду говорить о том, что в свое время, когда был еще СССР, когда было 15 республик, было 2 точки долгожительства. Это был Кавказ, было определенное место, где люди жили до 165 лет, и Якутия, где люди жили тогда, когда мы употребляли только свою местную, вот именно вот эту дикую еду, то мы жили до 145 лет. Это невероятно. То есть все-таки, с одной стороны, конечно, когда мы употребляем там много всевозможных продуктов, это, как бы сказать, да, расширяет наши горизонты, но все-таки вот понимание того, что для нас полезно в наших условиях и насколько в наших продуктах, и ученые в этом тоже очень много доказали, что и витаминов, и микроэлементов, там, про жеребятину я могу долго рассказывать, про оленину, про рыбу нашу. Да, правда, я хотела вот один момент сделать. Значит, известный журнал Man Heads выбрали 100 лучших блюд мира. И наша строганина занял 3-е место как лучшее блюдо мира. Представляете, наша строганина. То есть на 1-м месте было какое-то японское блюдо, на 2-м скандинавы, ихнее блюдо одно было, и вот на 3-м лучшее блюдо мира оказалась наша строганина. Так что мы можем гордиться. Мы должны были быть на 1-м месте, просто о нас мало знают. Да. Как это, мало рекламы или как, мало маркетинга. Ну, мы тут скромные, тут, как бы сказать, да, у нас... Нет, на самом деле, Якутия сейчас, в наше время, она год от года она популярной становится. Я как блогер могу сказать, что по запросам в Ютубе Якутия стоит сейчас на 1-м месте. Вот, где-то с середины 25-го года по сей день Якутия запрос в Ютубе сейчас 1-м месте стоит. Большой интерес. Да, потому что большой интерес, потому что очень колоссальная, как сказать, люди приходят сюда, приезжают, которые люди приезжают, они просто как бы уезжают с другими людьми. У меня был опыт работы с туристами. Даже скажу так, что группа туристов была у нас с Питера, и среди них был мужчина с моего возраста, который уже 12 лет веганствует.
И я ему как-то так, он отказывался, потом группа тоже там, они эмоции видят, он всех эмоций видит, как они, вау, вот тут строганину пробует, индигирку пробует. И в какой-то момент он говорит, рыба же, рыба, ну, на, попробуй. Он такой пробует, я просто по глазам вижу, что у него такой, просто весь мир внутри расцвел, он такой... А потом на четвертый день он попробовал печень жеребенка. Он вообще тогда, он говорит, это что? Я говорю, печень обычно. Как не может быть печень. Я вот был в свое время мясоедом, все и кушал. Я говорю, ну, печень жеребенка, вот она так. Только в Якутии, говорю, может такое быть. Он говорит, почему? Во-первых, говорю, сама порода лошади якутской, она пережила за много столетий несколько метаморфоз, чтобы она как бы устойчивая была к этим морозам. Да. Соответственно, у них, чтобы устойчиво быть, подкожный жир, она как-то по-другому начала там расслаиваться, и по мясу тоже расслаиваться. Из-за этого у него совсем другие вкусовые качества. Во-вторых, кормовая база животных очень стерильно чистая. Почему? Потому что из-за резко континентального климата, получается, все, что растет у нас, она из-за короткого лета торопится. Успеть надо за 2 месяца вырасти, расцвести и дать этот. И поэтому тоже вот хорошо животности, живности хорошо набирает. У них есть же выражение, ты состоишь из того, с чего ты кушаешь, да? Да, верно. У нас животные, кормовая база у них хорошая, поэтому качество мяса, которое мы употребляем, хорошее. И, соответственно, как Нургсана говорила, Кавказ и только северные народы, коренные и малочисленные, они были долгожителями, потому что все в исконном виде кушали. Вот эти омега-3 жирные кислоты самые лучшие, самые полезные это в северной рыбе и в жеребятине, как доказали японские ученые. Японские ученые, вот Да, по идее, конечно. да, ученые же доказали. Японские ученые, они доказали то, что самое якутское, самое мясо в мире, топ-1, это якутская жеребятина. В 70-е годы, по-моему, если не ошибаюсь, или 80-е годы, они, по-моему, даже крупными партиями закупали. У нас. Они закупали, не будем, уже тут будет тайные какие-то моменты были, потому что они настолько стали много закупать, что даже сделали маленькую такую историю, что они испугались, что у нас в Якутии не останется этой жеребятины. То есть нам даже тогда рассказывали истории, что туристы, которые ездили в Японию, якутской жеребятины печень, вот в таких маленьких упаковках продавали в аптеке за $300-400. То есть это был как витамин, очень дорогостоящий. А мы тут себе. Конечно, конечно. Ага, да. И именно вот сыроедение нашим далеким давним предкам помогло адаптироваться к этим суровым условиям севера, которые они, кстати, переняли у коренных малочисленных народов севера, именно сыроедение, вот сырого мяса, а также сырой речной рыбы. Но на самом деле, вот, ну, если уж говорить, потому что мы с мужем в свое время ездили на Первый канал «Жить здорово» к Малышевой. То есть они конкретно доказали, то есть врачи стояли, говорили, все, что было в шоковой заморозке, это термическая обработка. То есть это не считается как бы, ну вот просто взяли сырой. То есть оно прошло термическую обработку. Просто когда она заморожена, то она сохраняет все полезные свойства, а все микробы умирают. То есть вот этим мы и славимся. Да. Вот это сыроедство. Да. Я уж не буду говорить про японцев, которые просто по сыроедству они там... Сама природа, витамин D, сам мороз. вот витамин С, вот разные полезные минералы, конечно, от сырой крови, сырой печени, сырой рыбы, все это они, вот наши предки получали. Наталья, смотрите, как вот человек приехал, да, как турист и остался в нашей республике, полюбил нашу кухню, такое ощущение, что забыл даже про свою национальную кухню. Необходима, наверное, какая-то вот поддержка, да, того, чтобы национальная кухня развивалась, потому что вот как раз Нургсана сказала, там креветки, да, есть какая-то более доступная еда на сегодня, нежели наша национальная. И вопрос цены здесь тоже, да, и вопрос предложений не так часто, как, допустим, корейская кухня, да, или китайская кухня, нам предлагается наша национальная кухня якутская. Но вообще вот якутская кухня, она никогда не потеряла
своей ценности, да. И сейчас, конечно, мы можем сказать, что идет такое вот возрождение, да, ну или ревитализация. У нас именно наш климат, наша погода способствует тому, чтобы вот наша исконная еда, она была вот прямо на наших столах. Раньше, конечно, у нас преобладал белково-липидный тип питания, то есть это мясо-молочная пища. И сюда входит и вот это сыроедение, да, и все это входит. А сейчас что идет? Идет тенденция к развитию вот европейского углеводно-липидного типа питания. И это, конечно же, очень вредно для нашего здоровья. И почему мы очень много болеем, да, вот современная молодежь особенности, потому что они не едят сырое вот мясо, да, печень, да, а это же все витамины, минералы необходимые, которые вот наши предки прямо с древних времен все это вот адаптировали, и именно это та еда, которая именно нужна нам. А некоторые говорят, так много мяса есть нельзя, так здоровью вредно, там эти холестерины, прочее. Нет, ничего подобного. Именно я не говорю именно якуты, да, сахаларда, а именно те люди, которые здесь живут, которые прям чувствуют весь этот холод, им это мясо надо. И никак, необходимость. Да, просто это необходимость. Это как шубу одеть да. в морозы, Конечно. а не ходить в сарафане, извините, в морозы, кушая, простите, вот какой-нибудь такой пищей, которая, ну, не в наших условиях выросла. Она не даст нам ничего. Она может даже быть немножко во вред к нашему тем условиям, потому что вот именно эти условия и то, что всемогущий дает, или Вселенная, или природа дает, она знает, что давать, что нам нужно. Это же как раз таки она идет с теорией, которой генетический код народностей. Да. Вот, допустим, в Средней Азии мясо и тесто. Либо тесто в мясо, либо мясо в тесте. И которые там туристы приезжают, особенно, да, вот с других стран, они просто очень удивляются от такого количества теста, да. А для их организма такое количество теста, вот как это быстро усваиваемые углеводы их разнесет просто. А для той народности, которая в Средней Азии испокон веков жили, это их привычная еда, который они адаптировались. Да, веками кушали, и вот этот код, генетический код, их как раз таки позволяет вот это все без вреда для здоровья, наоборот, даже с полезностью переваривать. Так же, как, допустим, сырое мясо, это не сырое мясо, а как термически обработано, только отрицательной температурой, она холодная, для другого человека, может быть, это какое-нибудь воспаление, там, что-нибудь привести, да, вот были случаи там. А для нас это вообще как бы нормально. Это даже вот есть свойства строганины согревающиеся. Мы в Арктике это не раз себе испытывали. Почему северные малочисленные народы, они огонь даже не расширяют. Клин клином выбивается. Вот, да, они говорили, что мы как бы научились не бороться с холодом, а дружить с холодом. То есть они, все народы с севера, они получают максимум пользы от холода. Они даже просто-напросто, вот, ненцы, ямалы, они как бы построгали, поели, завернули свои вот эти малицы. Нет, вообще малицы, и все засыпают, и они не мерзнут при 25 и при 30 морозах. Вот, я на себе чисто вот пробовал, я знаю, что как строганина согревает. Она вот что-то подобное, вот, допустим, как горячий чай, да, вот. А оказывается, это просто научно подтвержденный факт, когда холодное что-то в организм заходит, и мозг говорит, так, слушай, у нас там похолодание, надо всех разбудить, надо адреналинчику дать, надо того дать, и всех вот этих гормонов. И они вот изнутри тебя начинает вот кровь повышает, и вот начинается вот от пальцев, начинает греть, вот когда строганины в морозе кушаешь на улице. Не то, чтобы там дома это незаметно как-то. И вот, и организм начинает, оказывается, вот такой тревогу бить. Алло, так, у нас СОС. И всех насколько в теме, Мирлан, я просто поражаюсь. Вы можете, мне кажется, и поваром быть, да? На самом деле, вот сейчас в данный момент, когда Мирлана послушала, я поняла, вот, как бы я занимаюсь еще моржеванием, я всегда удивлялась. Захожу в холодную воду,
выхожу, и все тело начинает гореть. Да, жар бросает. Надо же. Жар бросает. Вот Организм сам. оно, вот это как тот же ученый, который вот Дэвид Синклер сказал о том, что нужно человеку для того, чтобы ДНК выживательства. А давайте на этой минуте прервемся, потому что у нас короткие 4 минуты реклама, и потом продолжим, оставим интригу, чтобы наши слушатели и зрители остались с нами и не переключались. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии сегодня гурманы и знатоки якутской кухни. Я еще раз их представлю. Сегодня с нами Наталья Данилова, этнограф, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории и культуры Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Российской академии наук. Наталья, еще раз вас приветствую. Сегодня в нашей студии Ниргустана Лукина, предприниматель, ресторатор, директор нескольких ресторанов нашего города, один из которых Махтал. Ниргустана, здравствуйте, и Махтал вам за такие шикарные угощения сегодня. Я просто опьянена ароматами сегодняшними и очень плохо соображаю вообще, куда нам вести разговор, потому что все, о чем вы рассказываете, все очень интересно. Поэтому во втором блоке я попрошу Диану Сивцеву направлять наш разговор в то русло, в которое нужно, потому что якутская кухня — это не только вкусно, да, это еще и отсылка к обычаям, традициям нашего народа. Диана Сивцева сегодня с нами, журналист, автор детской энциклопедии «Твоя Якутия». И также в нашей студии сегодня известный блогер Мирлан Туркменов, путешественник и знаток, гурман не только якутской кухни, но и других кухонь России и всего мира. Но Якутия, я чувствую, это занимает первое место в сердце Мирлана, потому что так он о ней вкусно рассказывает. Мирлана, еще в вашем видео вы делали такое блюдо, колбасу из вот как раз печени, из рыбы на мясорубке вы это все. Это из жеребятины делается. Из жеребятины? Всё, да, это танцих называется. Танцих. Да, это очень вкусно. Очень. Я смотрела, я думаю, боже мой, это просто какое-то произведение искусства. Жеребятина это выращивают, чуть-чуть по-разному делают, но везде это вкусно. Ну, якутская кухня, извините, перебила. Да, пожалуйста. Якутская кухня у нас в Якутии для народа Саха и вообще для всех гостей республики это не просто вкусно и полезно, это в первую очередь то, кто мы есть. Это наша культура, это наше гостеприимство, это наше все практически, да, и здесь, конечно, нам было бы очень интересно послушать вас, Наталья. Ага, конечно, традиционная кухня является одной из главных, да, даже, скажем так, важных Наталья, составляющих. чуть поближе просят микрофончик к себе подвиньте, пожалуйста. Значит, традиционная кухня является главной составляющей культурного наследия народа. И это, конечно же, касается не только народа Саха, да, но и вообще всех народов, потому что вот то, что он ест, вот человек, да, это не только, да, вот лишь бы свои витальные потребности, да, вот как-то вот удалить, но также она связана и показывает его культуру, очень тесно связана с мировоззренческими представлениями, да, и поэтому, да, вот традиционная кухня, она у нас еще связана и с сакральным пространством, то есть с мифоритуальной культурой, да, и используется, конечно же, при различных обрядах. А почему, да? А потому что вот именно угощая духов и божеств, наши предки просили им благосостояние, благопожелание, да, то есть все, что они хотели попросить, они вот что-то от себя должны были дать. И, конечно же, да, пища – это один из важных вот элементов. И поэтому еда, конечно, у нас отличается, ну, как бы и утилитарной, да, вот в профанном пространстве, да, но также есть еще и чисто ритуальная пища. И вот ритуальной пищей, да, которая пользуется в проведении различных обрядов, это, конечно же, кумыс, белая молочная пища, да, потому что кумыс мы получаем от лошади, да. А сегодня у нас на нашем столе есть. Да, у нас у якутов лошадь – это священное животное. И все, что связано, конечно же, оно священно и используется при проведении обрядовых действий. И вот этот кумыс, да, использовали, когда просили чего-то, да,
у небесных божеств Аи, а также у добрых духов Ищи. Духов Ичи. Если себе просят там семейного счастья, благополучия, благосостояния, это только кумыс, то есть ничто другое, да. Есть у нас еще и вот добрые духи, да, которые имеют огромное влияние вообще вот в семейной жизни, да, в жизненном пространстве человека. И вот таким образом они обращаются к духу хозяйки водной стихии, которой мы уважительно и почтительно говорим Эбехотун, да, госпожа, бабушка. Вот для этой, значит, хозяйки водной стихии преподносили обязательно кислую молочную пищу. Не оладьи, не лепешки, не кумыс, да, а именно кислая молочная пища. Когда человек отправляется на охоту, он, конечно же, обращается к духу, хозяину леса, да, и покровителю охоты Баянай Тойон. И вот Баянаю как обращались? Обязательно надо было развести огонь, и вот только именно вот в обрядах, связанных с промысловым культом, делали кровавые жертвоприношения. То есть для того, чтобы выпросить себе удачу, да, они или жир сырой, или кусочки сурового мяса, да, или там кусочки сырой печени, сердца, они должны были вот преподносить через огонь вот этому духу. Далее у нас есть очень один из почитаемых духов, это дух хозяин огня Хатантемерия. И вот этот Ичи, да, он как раз-таки является посредником между человеком и между вот этими божествами и духами. И именно жирная пища, да, преподносилась вот через дух хозяина вот Хатантемерия, да, вот огня, к огню. И вот здесь идет запах и дым, да, вот жир же этот, да, и то здесь имеется в виду не жир, вот этот жеребяч или там это, да, а именно здесь использовали саламат, жирный саламат, который еще назывался ойбон саламат, то есть прорубь саламат, которую они делали сахаларда из муки, из сливочного масла, а также туда добавляли или жирное молоко, или сметану. Вообще вот разновидностей саламата очень много. Это не только вот обычные вот это, а их очень много разновидностей, и вот каждый раз вот саламат использовали при проведении различных обрядов. Наталья, извините, вас перебью, у нас есть, оказывается, звонок, кто-то хочет спросить и задать вопрос, возможно, поделиться своими какими-то впечатлениями. Без наушников вы не услышите, пожалуйста, наушники наденьте. Наушники можно вот так. Поделим. Да, поделить. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, это из города Якутска. Представьтесь, пожалуйста, слушаем. Сандал Иванов. Вот я Саха тоже, да? Угу. У нас вот лошадь, да, ну как бы, это священное. Да. И? Ага. А почему мы это жеребятину, вот это все кушаем-то? Мы же только что об этом говорили, да. Спасибо что за вопрос. Именно это мясо жеребятины, да, мясо конины, вот жирное мясо, очень необходимая еда для нашего климата. И, конечно же, если мы там почитаем, это не значит, что мы не должны есть его. Ну нет, по идее, был ли такие у меня вопросы в ресторане? Вопрос вроде бы мы логичный. все время логичный, потому что мне говорили, такой вопрос задавали, и даже в свое время, когда и Джон Уоррен поедем, приезжал, он говорил, вы говорите, что это священное животное. Почему вы едите его? Оно же священное. На что, честно сказать, ну, я как-то более так логически подумав, для себя. Знаете, есть в христианстве Иисус Христос, который пожертвовал собой. Вы знаете историю того, как Он пожертвовал собой. И есть такое понимание, когда приходят и пьют кровь, в виде, когда пьют вино Кагор, когда дают определенные там, вот каждую неделю, когда приходят, и проходит там такой... естественно, я тоже не знаю, как называется. И вот это, когда называется тело Иисуса. То есть
священное животное для меня, вот такое понимание, что он настолько священный, настолько он из божественных высоких измерений, что он вот жертвует. Вот это как жертвоприношение для нас каждый год, и он даже не сам, а своего ребенка. Это еще более. Представляете, что такое пожертвовать? Мы же ребенка едим. Звучит, конечно, с одной стороны, но на самом деле это Можно, да, я очень перебью, да, высокого извините, уровня. ага. Да, Но вот наши предки, такие да, споры есть. никогда не ели жеребят. Это Всегда вот, лошадь наверное, ели, только да. вот в советское время стали забивать жеребят. Ну, потому что тоже вот культура, это традиции удел питания тоже это достаточно другое. семей было. Да. Я вот как материальный немножко расскажу этот, как не дух, кочевой народ. Основной вид деятельности это животноводство, и основное животное это лошадь. Мелких КРС не было, то есть животное только было. Животное только лошадь. И они вот как по пастбищам гоняли за животным. И как и северные люди оленя кушают, у них олень все, да? И так и вот у тюрков, многих тюркских народов, почему они конину кушают, у них единственное животное, которое их кормило и домом, и все, и обувало, это был лошадь. То есть лошадь в ход шла все. Ничего не оставалось. Да. Так как якуты это тюркоязычный народ, вот этот генетический код все-таки остался. И почему жеребятина? Потому что по мере как идет процесс, люди там кто-то обогащается, кто-то нет, и народ весь в целом, да, вот идет процесс, прогресс, да, вот этот, и жеребятину начали кушать, вот этот, как бы, сначала в достаточных семьях эти начали кушать, а потом уже понятно было, что это, наоборот, вкуснее, полезнее, да, вот, и потом остальные начали подтягиваться, чтобы так это жилось, и вот в культуру пошло потом, это вот, даже я скажу, где-то там, наверное, после где-то 60-х годов, наверное, вот недавно совсем, да, вот жеребенков начали кушать. Это вот в советское время да, вот в Средней Азии ягнят кушают, да. Очень много православной культуре молочных поросят кушают. Это, то есть это в пище, как Нурикстан, ресторатор скажет, любая хорошая еда это молодое мясо, да. Конечно. Французы только телятину, да, телятину кушают, да, французы, да, вот. Мясо. И тем не менее, они вот, когда мы говорим жеребятина, они удивляются, а сами вот ягненок, пожалуйста, корея ягненка, телятина, пожалуйста, да, вот. А как только лошадь, да, потому что для них лошадь это как бы они в принципе не рассматривают его как еду. Ну также мы же лягушку тоже в принципе не рассматриваем как еду. Как еду, да. Да. Я уже не буду говорить про какие-нибудь более азиатские вещи, которые, да, там они кушают еще более разных, такие живность, которая для нас вообще может быть неприемлема, даже которая употребление в пище. Но по идее, да, для нас якутская лошадь наша, ну, честно сказать, мы в ресторанах только... Если бы мы конину предложили, никто бы не купил. Честное слово. На самом-то деле конина, она очень вкусная. Мне, например, больше конина нравится. А вообще вот наши предки, да, забивали для этой цели кобылу. Ну, начиная от 3 лет, куда прям годами откармливали, а кобылье мясо, оно вкуснее, оно нежнее, оно, конечно, очень жирное, потому что в нашей традиции жирное мясо – это показатель, скажем так, достатка, благосостояния. И только жир, да, и жирное мясо еще и приносит и здоровье, и удачу. И вообще вот считали, что если человек, он большой, огромный, жирный, то это счастливый человек. Ну и получается так, да, вот если мало ест человек... Я тоже обрадовалась сейчас. Если человек мало ест, то он будет больной, да, там, немощный, если человек много ест и много жирного ест, то он будет все-таки сильный, здоровый. И, кстати, вот таких вот страшных вот сердечно-сосудистых болезней раньше-то и особо-то и не было. А так вообще у якутов были такое вот системное питание. То есть каждый сезон предлагал свою систему питания. То есть зимой, то есть начиная с октября месяца по, скажем, март месяц мясо входило, ну, как бы в рацион практически всех. И бедные сословия, потому что они же забивали. Если есть ИД, у них, конечно, мясо, потом субпродукты, и они все это до весны растягивали. А потом уже
с апреля, да, с мая месяца появляется уже зелень, молоко, да, и вот это вот молочное изобилие молочной пищи. И в это время якуты употребляли в основном рыбную пищу. То есть и здесь караси и гальяна. А вот эту вот всю речную рыбу, конечно, не все могли себе позволить, потому что, ну, редко мало, как говорится, да. А вот Вилюйский регион, допустим, где очень много озерных, да, вот систем, у них караси, гальяна, это вот основа всего питания. У нас это караси вот летняя сегодня на столе, пища. извините, что перебиваю. Да. Может быть, а то как-то мы не успеем, да, сказать о тех блюдах, которые мы сегодня показали нашим зрителям. По идее, мы тут просто немножко, наверное, показали. Тут это наши жареные караси, это наша классика. Там у нас харта, это внутренности именно лошади. Тут ребра жеребятины. Как раз о чем говорили. Да, о чем мы полезное. говорим. Тут у нас есть наша... Жирные, Да, вот все, что вот должно быть там голубика, брусника, это кёрчах, это вот наш кумыс, скажем так, да, якутская лепешка, которая бездрожжевая, с творогом, которая вот именно с творогом и вот с кисломолочными продуктами мы готовим. Ну и оладьи, конечно, это наша та классика, которая, наверное, для каждой семьи. Да. Вот эти блюда все знакомы, все понятны, все, что мы всегда знаем, и то, что мы любим. Но у нас, конечно, много есть еще других прекрасных круглогодичных продуктов. Не буду сегодня об этом. Мы сейчас о другом. А вот, так бы я с удовольствием, конечно. А вот про оладьи. Как раз мы в прошлый раз начали разговор о том, что оладьи используют вот практически при каждом каком-то обряде, да, и вот я-то больше ничего и не знаю, когда вы стали рассказывать, что каждого духа нужно задабривать по-особенному, и тут еще и не перепутать нужно, да, вот. А оладьи везде как будто бы верно ли делают так, потому что сейчас и русские люди, видя, да, что как якуты, например, задабривают землю, там, да, как-то к огню эти оладьи тоже это делают. Правильно ли мы это делаем? Вообще-то вот оладьи, они появились, скажем так, ну, в 18-м, да, вот в начале 19 века уже активно начали готовить оладьи. Оладьи, во-первых, это праздничная еда. Готовили оладьи только по большим праздникам. Это обязательно свадьба, это свадебная еда. Потом, если новоселье дома, да, а также, конечно же, праздник Исых, когда люди собираются, когда большие вот такие вот празднества, то обязательно вот жарили оладьи. Здесь, знаете, основная роль еще дается дыму от оладий и запаху, потому что дым и запах оладий отгоняет злых духов. И для того, чтобы задобрить вот духа хозяина огня, хатантемирья, обязательно первый кусок, берут, значит, первый оладушек, оттуда берут, отламывают такой вот маленький кусочек и угощают духа огня. То есть и здесь вот этот кусочек оладушки должны вот сгореть, и оттуда должен идти дым и запах. И только тогда то, что человек просит, да, доходит до божеств. Наталья, так интересно. Диана, спасибо вам большое. Вы пригласили сегодня в студию таких замечательных гостей, каждый из которых может бесконечно говорить о якутской кухне, да, хвалить ее. Спасибо вам большое. Я думаю, что сегодняшний эфир замечательный, понравился и полезен был всем. Спасибо за внимание.